1 час 11 минут в этом небесном послании ангелы объявляют о неожиданном событии, которое произойдет завтра. Ангелы сообщают, что завтра наступит день, когда Бог явит вам неожиданное финансовое чудо, преобразив вашу жизнь и подарив вам свободу и изобилие, о которых вы так долго молились. Попрощайтесь с финансовыми проблемами и встретьте будущее, наполненное бесчисленными возможностями. Приготовьтесь принять это чудо с распростертыми объятиями, чтобы оно привело вас в жизнь, полную безграничного процветания и успеха. Если вы чувствуете, что Дом Божий дает вам защиту и руководство, подписывайтесь на наш канал. Нажмите «Мне нравится» на этом видео, если вы верите, что Бог подарит вам это финансовое чудо, которое позволит вам отправиться в путешествие мечты, приобрести новый автомобиль и построить дом своей мечты. Вы готовы? Напишите 111, если да. Бог уверяет нас, что наступает сезон чудес и благословений. Деньги, любовь, здоровье, идеальная карьера и все благословения уже принадлежат вам. Повторите вслух: «Господи, я буду петь о Твоей силе по утрам и провозглашать Твою любовь, ибо Ты – мое убежище в трудные времена». Напишите «Аминь», чтобы подтвердить свою веру. Иисус обещает вам, что если вы дойдете до конца этого видеоролика, то в ближайшие 3-5 дней испытаете необыкновенное изобилие. Сам Бог заявляет: «Поздравляю тебя, дорогое дитя. Может быть, уже полночь, но у меня есть чудо с твоим именем». Ваша финансовая жизнь, ваша любовная жизнь и ваша духовная жизнь расцветут в ближайшие несколько дней, и вы получите в 10 раз больше, чем вложили. Напишите 1010, если вы верите этому обещанию. А, дорогой Господь, пожалуйста, протяни свою исцеляющую руку и даруй бесконечный мир зрителям этого видео. Прикоснись к их финансам и открой двери, которые изменят их жизнь. Сегодня ночью, когда они будут спать, Бог явит им финансовое чудо, о котором они молились. Оно будет славным и устранит все заботы. Ни высота, ни глубина, ничто другое во всем творении не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Чтобы получить спасение, исповедуй устами своими, что Иисус есть Господь, и имей веру в сердце своем, что Бог воскресил Его из мертвых. Прокомментируйте: «Иисус есть Господь» и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Бог уверяет нас, что в течение всего года мы будем получать неожиданные благословения, добрые вести и чудеса. Мы будем счастливы, исцелены и вырастем за пределы наших возможностей. Если вы любите Бога, Он даст вам силы, когда вы почувствуете, что не можете идти дальше, принесет радость, когда вы унываете, и сделает невозможное возможным для вас. Верьте в Него, и в вашей жизни будут происходить чудеса. Бог провозглашает: «Сегодня я исправлю всякую неправду, восполню всякую потерю, одолею всякого врага и устраню всякое препятствие. Я благоволю к тебе, и я люблю тебя». Напишите: «Я люблю тебя, Бог». Доверьтесь Богу, потому что скоро вы испытаете неожиданный поток возможностей и благословений, которые навсегда изменят вашу жизнь. Мои дорогие дети, я люблю вас больше, чем можно выразить словами.
Я молюсь о том, чтобы мое послание любви и надежды продолжало вдохновлять и направлять вас на жизненном пути. Дорогие дети, всегда помните, что вы вверили свою веру в мои руки. Вам не нужно бороться в одиночку в жизни, я всегда с вами, как в хорошие, так и в плохие времена. Напишите «Бог со мной». Бог говорит нам, ныне верующий в Меня, как сказано в Писании, потечет из него потоками живой воды. Я твой Бог, и я буду заботиться о тебе, пока ты жив. Я создал тебя и всегда буду заботиться о тебе. Я дам вам помощь и спасу вас. Я заменю твой страх верой и буду твоим проводником в трудные времена. Я всегда буду рядом с тобой, потому что ты – мое любимое дитя. Ваш ангел сейчас делает что-то необыкновенное. На вас вот-вот обрушатся благословения и чудеса, которых вы еще никогда не испытывали. Напишите 1212, если вы доверяете ангелам. Бог меняет вашу ситуацию, благословляет вас и вашу семью и исцеляет все страдания. Перестаньте чрезмерно беспокоиться. Если что-то не получается и это в воле Божьей, то это обязательно произойдет, и ничто этому не помешает. Если же нет, то у него есть еще лучший план. Готовясь сегодня спать спокойно, верьте, что Господь сильнее любых испытаний, с которыми вы можете столкнуться завтра. Напишите 222, чтобы запечатлеть это утверждение в своем сердце. Бог заверяет нас: не бойтесь сегодня, ибо я с вами, не падайте духом, ибо я Бог ваш. Я укреплю тебя, я обязательно помогу тебе, я поддержу тебя своей победоносной десницей. Все негативное, что заставляло вас плакать, исчезнет и сменится счастьем, смехом, любовью и благословениями. Бог видит ваши трудности и понимает вашу внутреннюю борьбу. Ваша ситуация находится в Божьих руках. Теперь, Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты любящий и щедрый Бог. Напишите «Спасибо Тебе, Господи». Прошу прощения за предыдущий ответ. Вот совершенно новое и расширенное продолжение текста. В данный момент, когда вы размышляете над этим небесным посланием, вы находитесь в самом разгаре чудесного перехода в вашей жизни. Ангелы плетут вокруг вас нити света, направляя каждый ваш шаг с божественной любовью и заботой. Вы можете ощутить их мягкое, но сильное присутствие вокруг себя, окутывающее вас плащом защиты и благодати. Бог в своей бесконечной мудрости наблюдал за вашей борьбой и вашими глубочайшими желаниями. Он видел каждую слезу, пролитую в тишине, каждую молитву, прошептанную в темноте ночи. И вот теперь, в ответ на вашу непоколебимую веру, она готовит для вас необыкновенный подарок. Представьте себе, с ночного неба падает звездный дождь, и каждая звезда несет в себе божественный дар. Эти дары – сокровища, которые изменят вашу жизнь так, как вы даже не можете себе представить. Первая звезда представляет собой неожиданное финансовое благословение, всплеск благосостояния, который позволит вам не только удовлетворить свои потребности, но и осуществить самые смелые мечты. Вторая звезда символизирует любовь, которой суждено войти в вашу жизнь. Это чистая и глубокая любовь, спутник жизни,
который будет поддерживать вас, понимать и любить каждое мгновение вашего существования. Эта любовь будет для вас как маяк света в самые темные дни и как тихая гавань среди бурь. Третья звезда олицетворяет здоровье и жизненную силу, которые будут струиться через ваше существо. Ваше тело, разум и дух придут в совершенную гармонию, позволяя наслаждаться таким качеством жизни, о котором раньше можно было только мечтать. Вы почувствуете себя обновленным и полным энергии, готовым встречать каждый день с благодарностью и радостью. Четвертая звезда символизирует духовный рост и божественную связь. Вы отправитесь в глубокое внутреннее путешествие, открывая для себя тайны Вселенной и свое предназначение в ней. Ваша вера укрепится, и вы найдете утешение в осознании того, что вас направляют любящие руки Бога. И, наконец, пятая звезда сияет даром изобилия во всех его проявлениях. Вы ощутите богатство, выходящее за рамки материального. Ваша жизнь будет наполнена радостью, миром и удовлетворением во всех сферах, от взаимоотношений до личных достижений. Эти звезды уже на пути к вам, и они не останутся незамеченными. Когда вы увидите их в ночном небе, вы поймете, что они служат ощутимым напоминанием о неизменной любви Бога к вам. Будьте готовы принять эти дары с благодарным и открытым сердцем и позволить им удивительным образом преобразить вашу жизнь. Если вы чувствуете волнение и предвкушение, сквозящее в этих словах, и если вы верите сердцем, что это послание предназначено именно вам, то позвольте мне увидеть ваш ответ. Напишите 1111, чтобы показать свою готовность принять эти божественные дары. И помните, что вы не одиноки в этом путешествии. Ангелы окружают вас, Бог направляет вас, и Вселенная сговаривается от вашего имени. Жизнь, которую вы так долго ждали, вот-вот расцветет на ваших глазах, и все, что вам нужно сделать, это принять ее с благодарностью и радостью. Вера, которую вы демонстрировали на протяжении всей своей жизни, непоколебимая вера в божественную любовь и милость, вот-вот принесет свои самые сладкие плоды. Каждое испытание, с которым вы столкнулись, каждая пролитая слеза, все это было подобно семени, посаженному в саду вашей души. И сейчас, в этот божественный момент, эти семена прорастают и распускаются в изобилии благословений. Важно помнить, что Божьи благословения не всегда приходят так, как мы ожидаем. Иногда они приходят неожиданно, в виде возможностей, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но несут в себе преображающую силу. Держите глаза и сердце открытыми, потому что благословения могут проявляться неожиданным образом. Первое благословение, которое вас ожидает, это финансовое благословение. Это может быть неожиданное увеличение вашего дохода, приумножение инвестиций или удивительная возможность для бизнеса. Это благословение освободит вас от долгов, которые тяготили вас, и даст вам свободу принимать финансовые решения с уверенностью. Второе благословение – любовь. Оно может проявиться в новых отношениях, которые появятся в вашей жизни, или в глубоком обновлении уже существующих отношений. В любом случае, это благословение принесет с собой глубокую эмоциональную и духовную связь, которая позволит вам всегда чувствовать себя любимым и поддерживаемым.
Третье благословение – здоровье и благополучие. Вы можете ожидать улучшения своего физического, ментального и эмоционального здоровья. Энергия будет течь через вас, и вы почувствуете себя более энергичным и полным жизни, чем когда-либо прежде. Это благословение позволит вам в полной мере наслаждаться каждым днем и встречать любые трудности с силой и стойкостью. Четвертое благословение – самореализация. Вы можете рассчитывать на успех в своих начинаниях и на воплощение своих самых сокровенных целей и мечтаний. Что бы вы ни задумали, вы достигнете этого благодаря решимости и божественной благодати. И пятое благословение – внутренний покой. Это глубокое чувство спокойствия и уверенности в правильности своего пути. Вы будете знать, что находитесь в согласии с божественной волей и что все происходит в соответствии с великим планом. Помните, что эти благословения – дар Бога в ответ на вашу непоколебимую веру и любовь. Принимая эти благословения, вы также призваны быть благословением для других. Поделитесь своей любовью, щедростью и мудростью с окружающими, и вы увидите, как цикл благословений расширится еще больше. Так что будьте готовы, дорогой друг, принять эти благословения с благодарностью и радостью. Ваша жизнь вот-вот преобразится так, как вы можете представить себе только в самых смелых мечтах. И помните, что вы всегда окружены божественной любовью и руководством. Напишите 1111, чтобы показать свою готовность и благодарность за эти благословения, которые вот-вот придут в вашу жизнь. Бог объявляет вам, что это сезон вашего выздоровления. Он восстановит все, что враг отнял у вас, и ваша жизнь переполнится благословениями, как никогда раньше. Он строит для вас необыкновенные планы. Это может быть работа вашей мечты, брак, о котором вы мечтаете, или даже самый значительный прорыв в вашей жизни. Как твой Бог, я буду наблюдать за тобой до последнего вздоха. Я создал вас по своему образу и подобию и всегда буду заботиться о вас. Я предложу свою помощь и спасу вас из любой трудной ситуации. Ангелы уже посланы от вашего имени. Ваши молитвы не остались незамеченными, и Бог посылает свою помощь в вашем направлении. Просто доверьтесь Ему, и вы увидите, как ваша жизнь изменится к лучшему. Напишите 333, доверяете ли вы Богу. Утверждение вслух: когда я чувствую себя одиноким, Бог – мое утешение. Когда я чувствую себя ничтожным, Бог – мое все. Он превращает свет зари во тьму и возвышается над высотами земли. Господь Бог небесных воинств, вот Его имя. Иисус учил нас, что тот, кто слушает Его учение и следует Ему, подобен тому, кто строит свой дом на твердой скале. «Я свет миру, если вы последуете за Мною, то не будете ходить во тьме, но будете иметь свет, ведущий в жизнь». Напишите 555, верите ли вы этим словам. Бог предупреждает, что не все, кто провозглашает «Господи, Господи», войдут в Царство Небесное, а только те, кто исполняет волю своего Небесного Отца. У Бога была цель для вашей жизни еще до того, как у вас с самого появился план. Иногда ваши планы должны рухнуть, чтобы Божий замысел восторжествовал.
Господь добр к тем, кто ждет Его. Хорошо в тишине ожидать спасения Господня для души. Вы снова испытаете смех, доверие и любовь, поскольку Бог восстановит все, что вы потеряли. Приготовьтесь принять это с верой и благодарностью. Напишите 777, чтобы получить его с радостью. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Небесных светил, который не изменяется, как изменяются тени. Бог знает вас по имени и никогда не заставит вас чувствовать себя виноватым. Он понимает ваши трудности и хочет помочь вам, потому что вы Его дитя. Я не знаю будущего, но я полностью доверяю тому, кто управляет завтрашним днем. Господи, я молю Тебя о божественной защите от любого зла, которое кто-то задумал или планирует напасть на меня и мою семью в этом году. Этот год был неспокойным. Помоги мне найти свет среди тьмы и печали. Я возлагаю свою веру и упование на Тебя. Я люблю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Я люблю Тебя и забочусь о Тебе с непоколебимой любовью. Несмотря на то, что могут сказать другие, я найду способ каждый день проявлять свою привязанность к Тебе. Сегодня заканчивается Твоя скорбь, заканчивается Твоя буря. Нет границ тому, что я могу сделать, моя любовь безгранична. Вы даже не представляете, как далеко я готов зайти ради вас. Начался новый день, и отныне вы будете получать только благословения и возможности, открытые двери, прекрасные дружеские отношения, священное процветание и финансовую свободу. Я освобожу вас от финансового рабства. Я благословлю вашу молитву, ваш труд, ваши усилия и все, чем вы владеете. Мои обещания истинны, и вы можете верить, что они будут исполнены. Я с вами, и я всегда буду рядом, какой бы сложной ни казалась ситуация. Я ваш защитник и утешитель. Я направлю вас на путь праведности. Ваши мысли будут ясными, так как я всегда буду рядом, напоминая вам о своих обещаниях и заповедях. Божественные слова текут в нашу жизнь, как река любви и обещаний, как теплые и утешительные объятия, окутывающие нас в моменты неопределенности. Каждое благословение – это напоминание о безграничной милости Бога, о Его неизменной любви, которая сопровождает нас на каждом шагу нашего пути. Четвертое благословение – самореализация – это маяк надежды, освещающий наш путь. Это уверенность в том, что наши самые сокровенные усилия и мечты осуществятся. Благодаря решимости и божественной благодати мы достигнем целей, которые раньше казались недостижимыми. Каждый наш шаг будет отмечен успехом, а каждое испытание – возможностью продемонстрировать свою силу. Пятое благословение – внутренний мир – это дар, превосходящий все земные заботы. Это глубокое чувство спокойствия, которое охватывает нас в разгар жизненных бурь. Мы знаем, что находимся в согласии с Божественной волей, что каждый наш опыт вплетен в гобелен великого замысла. Этот мир поддерживает нас, когда вода становится бурной, и напоминает, что мы не одиноки в своем путешествии. Эти благословения не просто подарки, это призыв к действию. Бог призывает нас поделиться с окружающими любовью,
щедростью и мудростью, которые мы получили. Принимая эти благословения, мы становимся благословением для других. Наша жизнь становится маяком надежды и вдохновения для тех, кто ищет свет среди тьмы. Давайте же, друзья мои, приготовимся принимать эти благословения с благодарностью и радостью. Наша жизнь скоро преобразится так, что мы и представить себе не можем. Давайте всегда помнить, что мы окружены божественной любовью и руководством, что каждый наш шаг отмечен присутствием Бога рядом с нами. С надеждой и верой, глядя в будущее, давайте напишем 1111 как свидетельство нашей готовности и благодарности за благословения, которые вот-вот вольются в нашу жизнь. Бог объявляет нам, что сейчас наступает время восстановления, когда все, что враг пытался отнять у нас, будет с лихвой восстановлено. Бог строит для нас необыкновенные планы, которые могут включать в себя осуществление нашей мечты, любовь, которой мы так жаждем, и значительные прорывы в нашей жизни. Давайте всегда помнить, что Бог наблюдает за нами до последнего вздоха. Он создал нас по своему образу и подобию и всегда будет заботиться о нас. Его помощь доступна в любое время, а Его любовь неизменна. Ангелы посылаются от нашего имени, и наши молитвы не остаются незамеченными. Бог посылает свою помощь в нашем направлении, и все, что нам нужно сделать, это довериться Ему. Давайте смело заявим: «Когда мне одиноко, Бог – мое утешение. Когда я чувствую себя ничтожным, Бог – мое все». Он превращает свет зари во тьму и возвышается над высотами земли. Господь Бог небесных воинств – вот Его имя. Будем же следовать учению Иисуса, строя свою жизнь на прочном фундаменте, как дом, построенный на камне. Давайте возвысим наши голоса в единстве и напишем 555 как символ нашей веры в эти слова и в тот путь, который проложил для нас Бог. Бог предупреждает нас, что не все, кто провозглашает Его имя, войдут в Царство Небесное, а только те, кто исполняет Его волю. Иногда наши планы должны рухнуть, чтобы Божий замысел восторжествовал. С верой и благодарностью будем провозглашать: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Небесных светил, который не изменяется, как изменяются тени». Бог знает нас по имени, и Его любовь не знает границ. Несмотря на все наши трудности, Бог готов помочь нам, потому что мы Его дети. Давайте же вознесем молитву о защите от зла, замышляемого против нас и наших семей в этот неспокойный год. Давайте найдем свет среди тьмы и печали и возложим свою веру и упование на Бога. Будем помнить, что этот день знаменует конец наших бедствий, что наши бури заканчиваются. Нет предела тому, что может сделать Бог, Его любовь безгранична, а желание благословить нас неисчерпаемо. С сегодняшнего дня мы будем получать только благословения и возможности, открытые двери и прекрасные дружеские отношения. Мы станем свидетелями священного процветания и финансовой свободы, которые дарует нам Бог. Бог освобождает нас от экономического рабства и благословляет наши молитвы, наш труд, наши усилия и все, чем мы владеем. Его обещания истинны, и мы можем верить, что они будут исполнены.
Бог рядом с нами в любых испытаниях и ведет нас по пути праведности. Наши мысли будут ясными и пронизанными Его присутствием, напоминая нам о Его обещаниях и заповедях на протяжении всего нашего пути. Итак, с сердцами, исполненными благодарности и веры, мы движемся вперед, в будущее, зная, что нас окружает непоколебимая любовь Бога. Пусть каждый день будет праздником Его благословений и возможностью поделиться Его любовью с миром. Давайте вместе напишем будущее, наполненное надеждой и радостью, в котором внутренний мир и самореализация станут нашим неизменным наследием. Ваше сердце наполнится радостью, и вы познаете красоту жизни. Я дам вам повод для смеха, и ваши печали сменятся радостью. Я никогда не перестану благословлять вас, моя любовь к вам безусловна. Я здесь, приносите свои просьбы, и я отвечу. Я наполню вас миром и избавлением, я принесу вам изобилие и процветание на всех ваших путях. Смятению и страданиям больше не будет места в вашем сознании, ибо я всегда буду в ваших мыслях, напоминая вам о моих обещаниях и заповедях. В этом мире ничто не может дать вам такого глубокого покоя, какой даю я. Я выслушал все ваши просьбы, ваши хвалы, ваши сетования и ваши извинения в ваших молитвах. Я должен сказать вам, что тронут, когда вы благодарите меня в разгар своих бедствий. Вы пережили трудные времена и пытались противостоять тем проблемам, которые причиняли вам столько боли и беспокойства, утверждая свою веру в разгар испытаний. Меня наполняет радостью видеть, как в разгар сражений вы поднимаете руки, чтобы сказать мне: «Отец, я люблю тебя. Благодарю тебя за все. Ты знаешь путь, даже если я его не понимаю. Я знаю, что все идет во благо, и я верю в тебя. Я слушаю, как вы умиляетесь, наблюдая, как слезы текут по вашему лицу. Мои уши радуются, потому что я знаю, что вы делитесь своей правдой и полностью доверяете тому, что я обеспечу ваши потребности. Я чувствую вашу благодарность и искренность. Не падайте духом, ваш успех не за горами. Скоро вы увидите, как зазеленеют бесплодные долины в вашей жизни, а ресурсы, которые вы считали исчерпанными, вернутся к вам с большим изобилием, чем когда-либо прежде. Вы знакомы с коварством врага, поэтому не попадайтесь в его сети обмана. Как бы вы себя ни чувствовали, я буду продолжать изливать на вас благословение. Если в вашу жизнь вернутся конфликты, не отчаивайтесь, просто воззовите ко мне, и я отвечу на ваш зов. Перестаньте беспокоиться, я послал своих ангелов, чтобы они защищали вас, чтобы вы могли жить в стабильности и полной безопасности. Я уверен, что вы знаете об их присутствии, ибо вы уже были свидетелями их действий. Я призываю вас хранить эти слова в своем сердце, ибо они дадут вам силу победить ваших противников. Вы увидите, как страшные люди обратятся в бегство, когда поймут, что вы действуете под моей защитой. Вы находитесь в правильном месте, поэтому не сворачивайте с пути, не смущайтесь и не перескакивайте с одной стороны на другую. Не отворачивайтесь от этой непоколебимой защиты, которую я предлагаю вам. Не отвергайте мое исправление, а прислушивайтесь к моим посланиям.
Пусть смирение и простота наполнят ваше сердце, как я желаю для вас. Пришло время встать на ноги и, не теряя веры, оставить позади ошибки прошлого. Поднимите лицо и с радостью предвкушайте грядущие благословения, ибо я, ваш Небесный Отец, избрал вас, чтобы вы наследовали мою благодать. Вы знаете, что в моем присутствии вы найдете покой и силу. Вы внимательно выслушали мои обещания, а теперь покажите, что вы действительно верите в них, поднявшись и встретив любое испытание с решимостью и верой. Я, ваш Бог, Творец всего, что вы наблюдаете. Я знаю путь, я веду вас рукой моего Святого Духа, и я вдохновляю вас, освещая ваши шаги светом моего слова. Я благословлю место, где вы живете, и пошлю ливень благословений, чтобы вы и ваша семья могли пожинать плоды своих усилий и получить в мое совершенное время ответ на ваши молитвы. Если вы будете внимательны к этим словам, то поймите их. Преклоните колени с благоговением, ибо место и время, в котором вы находитесь, священны. Я жажду совершить сверхъестественные чудеса в вашей жизни, но для этого мне нужны ваша вера, преданность и верность. Эти два слова – проявление моей любви, и, как вы и просили, они являются моим знаком. Я люблю тебя. Аминь. Бог говорит, что, несмотря на ваши ошибки, я все еще люблю вас, и мне необходимо это подтвердить. В разгар проблем, которые вас окружают, ваш разум затуманивается, и вы начинаете верить, что, возможно, я больше не люблю вас, что я забыл вас, что, возможно, ваши чувства, благословленные моей любовью, было всего лишь миражом. Вы пришли к мысли, что наши отношения эфемерны и что я такой же, как те, кто обещает любить вас, но нарушает свои обещания и исчезает. Тебя заставляют чувствовать себя виноватым во всем, что происходит, и люди готовы рассказать тебе все, что угодно, лишь бы ты не уходил от меня, потому что они хотят отнять у тебя то многообещающее будущее, которое я для тебя приготовил. Они будут пытаться убедить вас в ошибках, которых вы не совершали, в неудачах, которых вы не помните, и покроют вас мнимой трясиной грехов, которые они придумали для вас. Если вы решите поверить им, то лишите себя необыкновенной жизни рядом со мной. Если бы только вы перестали принижать себя и чувствовать вину за грехи, которые я уже простил. Я Бог милосердия, любви и прощения. Я знаю, что ваше покаяние искренне. Моя кровь очистила вас. Перестаньте жить прошлым, перестаньте мучить себя. Пусть никто не заставляет вас верить в то, что вы ничего не стоите. Это я отдал за вас свою жизнь. Я пролил свою кровь, чтобы теперь вы жили праведно. Ты не тот, за кого тебя выдают другие, ты тот, за кого выдаю я, реши, кому ты будешь доверять. Я утверждаю, что ты мой сын, мой воин. Не позволяй голосам убедить тебя в обратном. Ты создан для того, чтобы выигрывать битвы и одерживать победы, а не для того, чтобы подбирать крохи счастья, которые оставляют тебе твои противники. Я даровал тебе победу над грехом, мужественно встречай болезни, нищету и скудость и блистай мастерством. Слушайте мои слова с верой. Я люблю вас. Я люблю тебя. Ты мое дитя. Я не посылаю тебе наказаний,
и не держу в руках кнут, чтобы хлестать тебя каждый раз, когда ты оступишься. У тех, кто так думает, помутился разум, враг отравил их сердце и разрушил их жизнь. Не бойтесь, не унывайте, я здесь, чтобы поднять вас. Сегодня вы получите мою новую милость, предназначенную исключительно для вас. Это ваш дар, ваш подарок, источник ваших благословений. Я принесу гармонию в вашу семью, восстановление в ваш разум и безмятежность в ваше сердце и тело. Моя любовь к тебе безмерна, мое дорогое дитя, ты не должен сомневаться в этом. Я знаю, что вы обеспокоены предстоящими днями и озадачены тем, как их встретить. Возможно, вы считаете, что у вас нет необходимых ресурсов и что вас ждут непреодолимые трудности, но позвольте мне еще раз обнять ваше сердце со всей моей любовью. Я работаю внутри вас, исцеляя и успокаивая ваши эмоции своей бесконечной силой. С помощью моего Святого Духа я создаю в вашей душе источник живой воды. Я напоминаю вам, что если вы верите в меня, то должны принять мой мир и отбросить всякий страх. Ведь если вы уверовали в меня, то уже знаете, что я – Бог невозможного, тот, кто исполняет вашу жизнь и избавляет вас от всякого зла. Я твой Господь, твой кормилец, и я смотрю на тебя глазами, полными любви. Я твой Бог, твой пастырь, и я поведу тебя на зеленые пастбища по путям праведности. Вы будете идти вперед в безопасности, и хотя вы столкнетесь с темнотой, вы не будете бояться зла. У тихих вод я открою вам свой характер любящего Отца. Я окутаю вас своим милосердием. Когда вам понадобится чудо, преклоните колени, и вы получите мое благословение. Голоса врага пытаются достучаться до вас, стремясь затянуть вас в аллею страха, запутать вас и увести от моего света, чтобы вы приняли свои страхи и присоединились к тьме. Это постоянная борьба, но ваша вера сильнее. Мое слово провозглашает тебя моим сыном, храбрейшим из моих воинов, бесстрашным победителем. Я зарою родники посреди безводной пустыни, я утолю твое существо и укрою тебя от палящего солнца испытаний. Отбросьте сомнения, откройте свое сердце моему слову, чтобы найти исцеление. Вы являетесь привилегированным наследником вечной жизни и окружены благословениями как на небе, так и на земле. Враг глубоко завидует вам за это и стремится преградить ваш путь. Но помните, что для меня нет ничего невозможного. Я хочу, чтобы вы запечатлели это в своем сознании, и когда лживый враг встанет на вашем пути, возводя выдуманные железные стены, не бойтесь, не сдавайтесь, не позволяйте страху отражаться в ваших глазах. Идите вперед смело и уверенно, зная, что я даровал вам власть ниспровергать и попирать все зло и болезни. А теперь позвольте мне крепко обнять вас. Закройте глаза и почувствуйте мое присутствие. Прислушайтесь к моим словам, когда я еще раз говорю вам: «Я люблю вас, и я рядом с вами». Аминь. Бог говорит: «Я полностью понимаю вопрос, который вы подняли в своих молитвах. С того дня, как вы решили искать меня, я был готов ответить вам. Вашим благословениям противостоит огромное количество людей, и в небесных сферах идет битва. Поэтому очень важно, чтобы вы сохраняли веру,
и упорно молились, не давая места унынию в своем сердце. Держитесь подальше от тех, кто не способствует укреплению вашей веры. Ищите тех, кто побуждает вас верить, быть мужественным и направляет вас ко мне, желая видеть вас исполненным благословений. Вы должны понять, что я хочу помочь вам преодолеть эту ситуацию, которая так беспокоит вас, борьбу за вашу жизнь и будущее вашей семьи. За это время я преподам вам много важных уроков, и мое желание состоит в том, чтобы вы научились еще больше полагаться на меня. Я хочу, чтобы вы раз и навсегда усвоили, что я ваш кормилец, и ваша задача – подняться, используя силу, которую я вам дал. Вы не должны оставаться пассивными в углу, наполненном страхом. Я прошу вас, чтобы, пока я творю чудо, о котором вы меня просите, вы продолжали двигаться вперед. Не забывайте, что я – ваш щит и ваша крепость. Когда вы почувствуете, что на вас напали, преклоните колени, склоните голову и придите ко мне, уповая на мою помощь. Я понимаю, что вы храбры, но сейчас не время в одиночку противостоять всем врагам, вам нужна моя помощь. Если вы попытаетесь идти вперед в одиночку, полагаясь только на свои силы, вы истощите себя. Уставший человек – идеальная мишень для врага, который, как рыкающий лев, преследует и пожирает каждого, кто ослабит бдительность. Если вы чувствуете усталость, у вас возникает искушение перестать молиться и отвлечься от дороги. Если вы не будете обращать внимание на то, куда ступаете, то рискуете оступиться. А если вы упадете, то враги окружат вас и будут ждать, чтобы воспользоваться вашей уязвимостью. Они не хотят, чтобы вы процветали, они знают, что вы благословенный человек, и замышляют сбить вас с пути. Но вы не должны отчаиваться, никто не сможет победить вас. Я отвечу чудом в назначенное мною время, пожалуйста, будьте терпеливы. Вы – дитя моего сердца, и, взятые моей рукой, вы совершите великие и удивительные дела. Не бойся и верь, ибо все возможно тому, кто может верить. Бог говорит, что ситуации, через которые вы проходите, скоро закончатся. Благословение, которого вы так жаждете, уже близко. Настало время для вашей награды. Никто из моих детей не останется без защиты, и пока вы взываете ко мне с верой и искренностью, я буду отвечать вам. Я сдержал свое обещание и был верен. Вы сохранили свою веру даже в моменты слабости и искушения повернуть назад. Вы решили идти по моему пути шаг за шагом. День за днем, с непоколебимым терпением и не поддаваясь отчаянию, вы добивались значительных успехов. Вы сохраняли устойчивый темп, и до сих пор я был вашим проводником и поддержкой. Вы находитесь всего в одном шаге от того, чтобы достичь места благословения, где вы и ваша семья обретете долгожданный покой, необходимое обеспечение и новое счастье. Там вы обретете обновленный образ мышления, новые цели и прекрасные желания, а также чистое желание продолжать стремиться к успеху. Моя цель – помочь вам и вашей семье раз и навсегда освободиться от вредных привычек и пороков. Из ваших сердец будут вырваны эти разрушительные шаблоны, а также все формы духовной зависимости, вредные мысли и корни обид и ненависти,
которые могут сохраниться. Если они погрузятся в живую воду моего Святого Духа, то в их жизни произойдет поистине сверхъестественное преображение. Даже ваши друзья и другие члены семьи будут с недоумением наблюдать за этими переменами. Они будут подходить к вам и спрашивать о причинах вашего нового счастья и преображения. Я хочу заверить вас в том, что ваши трудности и переживания не вечны. Вы не останетесь вечно в ловушке одних и тех же трудностей. Вы отдали свое сердце мне и приняли мои слова и мои заповеди в свой дух. Вы сохранили невинную, искреннюю и глубокую веру в мою любовь как вашего Небесного Отца. По этой причине я тружусь над спасением тебя и всей твоей семьи. Мне приятно видеть, что ваша вера крепка и что вы учитесь добродетели терпения, надеясь на мою совершенную волю и полностью доверяя мне. Вы не нуждаетесь в знамениях, ибо понимаете, что моего слова достаточно, чтобы исцелить и направить вас. Меня радует, что вы искренне верите в мое желание благословить вас. Сегодня наступил день вашего избавления и спасения. А теперь провозгласите, что вы встанете и предпримете необходимые шаги, чтобы искать меня и хранить мою любовь и присутствие. Вы знаете, что я глубоко люблю вас. Аминь. Напишите «Аминь», чтобы получить эти благословения сегодня. Если вы нашли вдохновение в наших материалах, мы приглашаем вас поделиться своими положительными комментариями. Мы ценим вашу поддержку, когда вы ставите лайк, делитесь информацией и подписываетесь на наш канал. Мы ценим ваше участие.